Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаламу аля сайидина ва мауляна Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Я хочу рассказать одну историю. Историю, которая пришла из глубины веков. Однажды в одном из высокогорных кавказских сел на постой к одинокой женщине, к вдове, постучался мужчина, путник. И она приютила его любезно у себя дома на ночь. Поутру, когда он совершал омовение, чтобы приступить к утреннему намазу, он нечаянно коснулся мизинцем своей руки этой женщины. И он увидел, как она смутилась. Она покраснела, но не подала виду, что ее действительно оскорбила и задела эта случайность. Когда мужчина, совершив намаз, оделся и отправился в дальний путь, женщина увидела на столе в своем домике, увидела отрезанный мизинец. Вот это отношение к кавказским сестрам у настоящих кавказцев. Это отношение настоящих мусульманских койнахов к женщине, которая им не принадлежит. Я глубоко возмущен и взбудоражен, как и все люди с исламскими сердцами, тем, что происходит, тем, что произошло в Дагестане. Говорят, что произошло в Дагестане изнасилование мусульманки так открыто, так нагло, так оскорбительно впервые. Но я могу сказать, что если мусульмане не ответят сегодня, то эти изнасилования и подобного рода унижения наших сестер будут проходить постоянно. Я хочу понять вместе с вами одну простую истину, что лучшее право защиты – это право нападения. И если сегодня мусульманский проект не так состоятелен, как хотелось бы, если сегодня исламский фактор не может мобилизовать бесчетные человеческие массы мусульман Кавказа, в том числе и России вообще, на сопротивление агрессорам и унизителям нашей религии, то, может быть, в нас остается хоть что-то мужское, чтобы восстать против несправедливости и тирании, приходящейся молотом по нашим сестрам. Но подумайте, это одинокая женщина, одинокая сестра, которую изнасиловали по пьяни, животным образом оскорбили, унизили, истоптали, втоптали ее честь в землю. И кто это сделал? Это сделал тот, кто призван якобы бороться с живыми или с реальными, нереальными, виртуальными террористами. Но такими методами терроризм не будет истреблен. Такими методами будет создаваться только благоприятная среда, так называемый социальный бульон, из которого вырастают мстители, народные Робин Гуды. Нужно ли это силовикам, которые, казалось бы, упиваются своим всесилием и способностью контролировать события на Большом Кавказе? Или им нужно, чтобы завтра восстал народ, которым мужчины не могут мириться с тем, что их так публично оплевывают в их доме? Им нужно, чтобы завтра восстали мужчины, которые восстанут, потому что в них осталось хоть толика кавказского и мужского начала. Им нужно, чтобы завтра восстали мужчины, которые скажут: если мы не удались как мусульмане, если мы не можем бросить вызов законам Тагута, опутавшим нас по рукам и ногам, то, может быть, мы хотя бы бросим вызов тем скотам, которые насилуют наших жен, наших сестер, наших дочерей. Потому что если эта ситуация не получит решительной отповеди, самой решительной отповеди от всех мужчин, от всех кавказцев, от всех мусульман России, от каждого по отдельности, от всех сообща, то завтра в вашем доме будут насиловать люди в погонах ваших сестер и ваших дочерей.